В Коми началась ягодная пора. На дачах активно собирают урожай клубники, а в лесах уже можно встретить чернику и морожку. Правда, как рассказывают заядлые охотники на дикие ягоды, урожая в этом году не так много, как хотелось бы, а потому предсказывают, цены на свежий товар прямиком из леса будут выше, чем обычно. Наша Ксения Лосева отправилась на местные рынки, чтобы выяснить, так ли это на самом деле. Законы ягодного рынка строгие, но справедливые, очень похожи на те, что действуют в большой экономике. Вот только правила игры здесь диктует лес. На сегодняшний день цены по Сыктывкару примерно одинаковые. Литр крупной черники, например, можно купить за 400 рублей. Плоды не крупные, но когда они надувались, июньской влаги хватило. А вот сухое и жаркое начало июля бьет по следующим на очереди. Брусники очень мало будет, это точно знаю, потому что вообще она даже зеленой нету ягоды. А черника, она как бы есть местами, но очень далеко ходить за ней надо. Тяжело собирать. Вот мы раньше, если с мужем собирали в том году вот вдвоем часа 2 десятку, в этом году мы за 4 часа 5 литров собрали. К слову, такая картина у нас не первый год. 2019, если помните, отличился, наоборот, переизбытком влаги. Да и сильные ветры в начале сезона сократили урожай, пообломав цветоносы, когда будущим ягодкам было так важно закрепиться. Зато дожди вызвали ранний выход грибов. Вот и приходится охотникам буквально лавировать по погоде. Раньше много было, мы собирали по 8 ведер черники, брусники, также морожки. Сами понимаете, в республике Коми ягод нету, это для нас диво какое-то дивное. Опытные собиратели не сдаются, главное знать секретные места. Их они называют своими огородами. Где такие находятся, никто не расскажет. Набегут еще. Новичкам же советуют раньше вставать и ориентироваться на автомобили вдоль дорог. Наверняка они стоят у обочин не просто так. Без труда что сделаешь сейчас? Вот я 2:30 встала, кофе попила и поехала. Быстро-быстро собрала. Пришла, свежие люди пускай кушают. Идешь быстро до катера, зелень собираешь с огорода, лук, там, кинзу, там все. Кроме лесных лакомств, на прилавках встречаются и завсегдатаи дачных огородов. Сейчас самый сезон для клубники. Крупную и сочную здесь сейчас предлагает каждый второй. Кстати, дачники Коми – те еще экспериментаторы. На своих северных грядках у них порой получается выращивать и очень неожиданные культуры. Ну вот я раньше арбузы выращивала. Ну просто интересно было. Ну вот где-то на килограмма 2 вот такие зеленые. И дыню. На подходе готовится налиться и малина. Красная и черная смородина, крыжовник будет в августе. Ну а потом в сентябре-октябре грибы в лесу. Для них на юге и в центре республики вообще складывается пока очень благоприятная ситуация. Почва невероятно прогрелась, а проливные дожди загоняют тепло вглубь грибницы. Ксения Лосева, Олег Жуковский, телеканал Юркан.